Здравствуйте, меня зовут Айнура Мангали, это программа «Болашак Юзинен Баста». Международная стипендия президента Республики Казахстан «Болашак». Для более 10 тысяч молодых людей эта стипендия открыла новые возможности и горизонты. Сегодня более 5 тысяч выпускников работают в разных отраслях экономики страны, вкладывая свое, реализуют свой профессиональный потенциал. Болашаковцы – это новое поколение людей, которые получили образование в лучших учебных заведениях мира. Давайте попробуем найти всех болашаковцев через нашу поисковую систему. Нажимаю «Пуск». И вот наша поисковая система выдала первые координаты. Астана, вертолетный завод и первый герой нашей программы, к которому мы сейчас и направимся. Здравствуйте, Зарина. Рада приветствовать вас в программе «Болашак Юзинен Баста». Добро пожаловать на наш завод. Зарина Булатова работает в вертолетном заводе уже почти 3 года. Начинала со скромной должности ассистента, сейчас контролирует документооборот всего технического обслуживания. В вертолетах и технике разбирается хорошо. В мужском коллективе чувствует себя как рыба в воде. Работа даже на сторонний взгляд у Зарины интересная. Взять хотя бы тот факт, что можно вместе с командой пилотов взлететь высоко над уровнем города. Кстати, на один из таких полетов Зарина взяла с собой и нас. Высокая грузоподъемность относительно для таких размеров. Также он может забирать людей в труднодоступных местах. То есть он может приземляться в труднодоступных местах. Это большой плюс данного вертолета. Также продолжительность полета относительно длительная, около 4 часов. За последним словом техники нужен постоянный присмотр. Контролируют и мониторят все процессы опытные механики и авионики. Зарина помогает этот процесс автоматизировать и упорядочить. В такой работе, где каждый день взаимодействуешь с технической документацией, да еще и на иностранном языке, нужны глубокие познания в этой сфере и владение техническим английским. Зарина Булатова по программе «Болашак» окончила Ньюкаслский университет в северо-восточной Англии по специальности «Автоматизация и управление». После возвращения в Казахстан в 2011 году трудоустроилась в ТО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг». Зарина Булатова также является выпускником Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Тынышбаева, которую окончила в 2009 году. Сразу после окончания университета в Ньюкасле Зарина начала свой трудовой путь с этого завода. Поначалу, признается девушка, было тяжело справляться с работой. Однако во многом помогли адаптироваться и даже вырасти в профессиональном плане коллеги Зарины, которые сейчас отмечают высокую эрудированность девушки и отличные организаторские способности. Знаю я ее заочно 3 года. Но недавно я устроился в Еврокоптер Казахстан Инжиниринг, недавно, как полгода. Полгода я с ней тесно работаю. И за полгода узнал человека в качестве очень трудолюбивая, очень активная. Оформляет всю документацию, которую мы ведем. Это она, мы здесь только выполняем всю судовую документацию производства ведет Зарина. Но мне с Зариной всегда легко работать. Сегодня можно безошибочно сказать, что Зарина – состоявшийся специалист, а 5 лет назад все начиналось с этой дороги навстречу получению стипендии. Как подавала документы, Зарина помнит до сих пор. Сильно волновалась и боялась не пройти, но тот этап она прошла, благодаря которому теперь имеет работу в самом перспективном заводе по производству вертолетов для гражданской авиации. Программа «Болашак» она сыграла не просто важную роль в моем трудоустройстве, но также в моей судьбе. Прошла конкурс, соответственно, поступила, поехала в Великобританию, сдала все экзамены необходимые на уровне или даже где-то выше, чем студенты из развитых стран. И пройдя весь этот долгий этап, я стала чувствовать себя просто увереннее. Вот. И когда я приехала уже вновь в Казахстан, я уже пройдя интервью с генеральным директором Airbus Helicopters Group Сильвером Делане, я чувствовала себя гораздо увереннее при этом интервью, потому что уже чувствовала то, что у меня гораздо больше багаж знаний, что немаловажно. Спортивный образ жизни помогает обрести новые силы для достижения своих целей.
Тогда как многие после трудного и напряженного рабочего дня хотят расслабиться и лечь спать, Зарина, как видите, уделяет время физической культуре. Зарина, как и многие девушки, щепетильно относится к своей физической форме. Оно и правильно. Нужно и физически быть здоровым, и выглядеть всегда хорошо. Почти 5 раз в неделю, по 40 минут в день, а то и больше, Зарина находится в фитнес-зале. Занятия дают возможность перевести дух после рабочего дня и набраться новой энергии для следующего. Здоровый образ жизни. Я за здоровый образ жизни. После тренажерного зала, говорит Зарина, уставшей себя не чувствует. В приподнятом настроении девушка возвращается домой, чтобы завтра снова приступить к любимой работе. Вот так проходят будни Зарины Булатовой. Уже в следующем выпуске мы поговорим о других выпускниках программы. Я снова нажимаю «Пуск» в нашей поисковой системе. И, возможно, героем следующей нашей программы станете именно вы. До скорых встреч!